Всем привет из солнечного Крыма. Ливадия на связи. 6 февраля. И какое у нас сегодня? 7. Сегодня у нас 7 февраля. Пятница. Пройдемся по Ливадии, спустимся вниз к морю и пойдем вдоль берега в Ялту. Группа туристов с экскурсоводом. О, ветер дует с моря. Собаки бегут, собаки. Собаки бегут. Ветер. Да, пальму. Ух. По газонам не ходить. Ну, в ту сторону, наверное, идти мы не будем, а пойдем сразу спускаться к морю. Сегодня у нас такая прогулка от Ливадии и в Ялту. Сейчас поднимемся вот сюда вот. Вид здесь красивый. Ты смотри, ветер. Смотровая площадка. Придется мне сейчас. Сейчас, секунду. Поднимемся. Да. Холодный ветер. Вот такой вид. Шикарный. Шикарный вид. Шикарный вид. Да, ветер сегодня. По царской тропе сегодня мы не пойдем. Вот. Пойдем мы сегодня на море через парк. Так, сейчас я застегнусь. Надо будет перецепить сюда вот его и застегнуться. Вот так вот. О, так чуть теплее. Ты смотри, блин, холодина уже сколько? Дней 5 в Крыму, как уже. Прохладно так, однако. Прохладненько. Вчера вечером, ночью снег сорвался, но сегодня вот так он и не пошел. Калина вечно зеленая. Ну что, идем. Вниз идем. Идем вниз к пляжу. Сегодня пятница, люди немножко есть. Гуляют. В будние дни мало людей, а вот в пятницу, в субботу, в воскресенье люди приезжают сюда даже с Ялты, там с ближайших районов.
машины ставят и идут гулять по парку, по Царской тропе. Кто на машинах приезжает, кто на такси, кто на автобусах, на маршрутках. Сегодня плюс 3, плюс 4. Вот. О, поднимемся сейчас сюда, потом спустимся. Вот такая красота здесь. Ну все. Александр Третий, император. Люди, наверное, первый раз. Вот, я вижу дворец. Это дворец. Да, представляю, первый раз вообще, конечно, в восторге. Я когда первый раз тоже здесь был, тоже, конечно, такой восторг. Что в этом дворце, что в Воронцовском дворце, что в Массандровском дворце, что в Юсуповском дворце. Когда первый раз, все время такой восторг, такое просто захватывающее, все такое. Эти все вот эти деревья, кусты, вся природа, вот это, сами эти дворцы, история, история, столетняя, больше даже. Так, можно пойти по дороге и свернуть, а можно по ступенькам. Мы пойдем по ступенькам. Чувствую, там возле моря холодина. Однозначно. Ветер, блин. Ух, холоднющий. Ну ничего. Мы ж двигаемся, идем. Но сейчас пока только спуск, да. Будет постоянно спуск к морю. Подъемов нету. Там дальше будут потом подъемы. Интересно, сколько здесь ступенек от начала и в самый низ. Есть такие места в Крыму, где там 600-700 ступенек или там 1000 ступенек, по-моему, под Севастополем где-то. Вот дорога сюда, сюда, туда. Обычно, когда на велосипеде здесь езжу, когда не сильно устаю, спускаюсь вот сюда с Ливадийского дворца, вот так вот вдоль этой всей дороги, спускаюсь к морю и вдоль моря на саму Ялту спускаюсь. И вдоль берега, да, там через тропиночки эти все до Ялты. Море видно уже. Чуть-чуть штормит, да. Вчера шторм,
Сегодня шторм. Море штормит. Вот пешком я тоже здесь еще ни разу не ходил. Ну как, по Ливадийскому дворцу гулял, а вот именно пеший маршрут с Ливадийского дворца в Ялту ни разу не ходил. Так что сегодня первый раз иду пешком таким маршрутом. Все время только велосипедом ездил. Ну, в основном я в Семиис езжу в ту сторону, в Коцвели, в Семиис. И вот когда назад уже возвращаюсь, там на Царскую тропу заезжаю. Так, вот еще ступеньки есть. А дорога вон туда. Вот. Назад на Царскую тропу заезжаю, по Царской тропе в Ливадийский дворец. И потом вот с Ливадийского дворца еду в Ялту вот этой вот дорогой. А сегодня пешком мы пройдемся. По-моему, километров 6-7 где-то идти. Где-то так. Так что как по каким-то ступенькам пошел. Но они все равно должны сейчас выйти на дорогу. Сейчас тут будет такая, как арка. Ну да, арка. Дорожка туда вон ведет. Арка вот такая, да. А вон дорога тогда, и внизу там проход через эту арку. Вон. Видно Ялта уже. Да, сегодня ветер. Вон здесь проходишь и идешь туда дальше. Так, где тут ступеньки? А вот ступеньки продолжаются. Разминка такая перед ужином. Сегодня будет ужин на втором этаже в террасе на Приморской набережной. Да. А вот назад с пляжа подниматься наверх — это один сплошной подъем. Один сплошной подъем. То есть, если на машине приехал, поставил машину, спустился вот на пляж, походил здесь, погулял, спустился на пляж, а потом подъем назад. Нормально тогда. Пока что тут людей никого. Вверху только попались люди. Да, вот получается, еще такие люди есть, которые даже еще ни разу не видели дворец.
Так, а там же были ступеньки, нет? Не было, да? Которые еще ни разу не видели дворец. Да, думаю, таких людей много, которые даже в Крыму еще ни разу не были. Или даже есть такие люди, которые вообще ни разу не были на море. Ну, просто финансы, да, не позволяют. Живут где-то в России, там, в каких-то там городах, поселках. Простые работяги. Вот. Но у них нет денег, да, чтобы поехать на море. Это ж дорога, питание, жилье. Все это выходит, сумма такая нормальная. Спрятался. Мурзик. Мурзик. Спрятался. Штормит нормально так. Да, вот пойдем вон в сторону Ялты. Это уже 16 минут. Такая смотровая как. Да, штормит хорошо. Красота. Ляпота. Ну, идемте вниз на море. Вниз на море мы идем. Чайка он, еще одна. Кружат, кружат. Да, это не на велосипеде ехать. Катишь себе и все там. А пешком пройти такую дистанцию еще не каждый сможет. Не, ну с остановками там где-нибудь постоять, передохнуть, может посидеть. 6-7 километров как бы еще не такое большое расстояние. Дворец, дворец, дворец. Шум такой. Слышно здесь море. Шум моря. Воздух чистейший. Просто чистейший. Да. Вот люди гуляют. Вот такой вид отсюда. Штормит нормально так. Вот люди, наверное, с пляжа поднимаются вверх. Только что пошла семья. Думают, ох, да сейчас подъем у нас. Предстоит нам подъемчик. Надо было с собой взять рюкзак с чаем. Не взял. Ну и ладно.
будем без чая. Сегодня идем прям. Идем. Прям до Ялты. Чай будет в Ялте. Опа! Да, штормит так хорошо. Здесь многие деревья такие обычные. Много, да, их, которые не вечно зеленые. Котик бегит. Куда ты бегишь? Еды нету. Я сам голодный. Без еды я. Кот, я без еды. Пошли со мной в ресторан. Там еды полно. А здесь еды нету. Здесь еда только снится нам. Еда только снится. Да, вот там вверху, кстати, стояла лавочка. Забор заваленный. Там лавочка вверху стояла, там можно сесть, передохнуть. Главное, чтобы там можно было пройти по набережной. Может, там такие волны, что не пройдешь. Придется возвращаться во дворец. Вот это будет интересно. Во дворец идти назад. А вот какие-то ступеньки, кстати. И куда они выходят? Вроде бы вниз. А если они закрыты там где-то внизу? Или нас потом там внизу где-то они заканчиваются, не спуститься, а нас потом тут закроют. Может быть и такое. Скажут, куда вы пошли? Все, сидите там, перелазьте. Вы прошли 100 метров. Что-то угол подъема. 100 метров. Интересно. 100 метров. О, да тут нифига себе. Тут вся набережная мокрая. Точно, что еще можем. Мужиков сколько смотрят. Думают, что ты идешь, еду давай. Где еда наша? Извините, ребята. Голодный сам. Еды нету. Да, блин, хоть бы еще пройти по набережной. Сейчас поглядим. Потому что что-то я чувствую волны такие, что бьет по всей набережной.
Или нет? Или может ночью пили, а сейчас может меньше. Тут такое все. Котик. Еды нету. Да, он было здесь аж все. Мокрое все. А здесь. Да, бьет нормально. Сейчас посмотрим. Ну что? Ох. Я думаю, пройти аккуратно, не спеша можно. Это с моря брызгает еще, да. Ветер, ветер. Ветер с моря дул. Но ночью, наверное, шторм был вообще прям. Потому что он все здесь в песке с галькой. Вот это погодка. Да, бьет он там вообще. Не знаю. Пройдем мы там. Да, он бьет аж. Там тоже бьет. Брызги. Брызги, брызги. Ага. Брызги летят. Надо идти быстрее. Проходить. Ох, брызги. Надо проходить быстренько. Да. Сейчас посмотрим. Проскочить, я думаю. О, там он, бабах. Вот сейчас можно идти. Вроде как. Во. Сейчас пройдем. Здесь что-то здесь было. Убрали. Ну да. Здесь же что-то было. По щебню идем. Чтоб не намочиться, надо идти по щебню. Я представляю. А вот эти ступеньки. Кстати, нет, можно было по ним спуститься. А вот здесь пройти труднее всего. Там прошли, понятно. А вот здесь пройти как. Здесь надо быстро идти. Очень быстро. Ох, там какие волны. Вот здесь надо сейчас волна меньше станет. И быстро идти туда дальше. А то накроет еще, блин.
О, сейчас будет волна. Вот волна сейчас, да. Надо чуть дальше стать. Брызгает капец как. Вот. Сейчас вроде вот меньше чуть. Вот вроде меньше сейчас. Ух ты. Она, он вода аж сюда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ох, идет волна. Ох ты, нифига себе. Офигеть. Офигеть. Нормально. Пройти надо, блин, как-то. Надо как-то пройти, перелезть и пройти. Да. Ждать надо. Опять волна. Вроде бы вот сейчас будет меньше. Во. Пошли, 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 пошли. Быстро, 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 быстро. Во. Прошли тут участок. Капец там. Да, сильно. Тут именно надо ждать, когда более-менее такая волна. О, тут предстоит пройти так нормально. Вроде бы сейчас вот мало. Надо быстро бежать. Во, все. Фух. Основную часть прошли. Капец. Капец. Да. Попасть под волну не хочется. Да, Ялты идти еще минут 30. Так, вот сейчас будет. Опа. О, сейчас он брызгает, блин. Брызги. О, сейчас вроде нету волны. Надо идти сейчас. Быстро, быстро, быстро. А, тут нормально. Тут можно спрятаться. Капец, блин. Никого вообще нету. Никого. А те, кто сзади меня и шли, что-то они передумали идти дальше. О-хо-хо-хо! Хо-хо-хо-хо! Да. Так, ну что там? А, он мужчина. Мужчина один, да. Вышел. С той стороны пришел. А может где-то в тех домах живет. Там же этот спа Ливадийский. Да, прошли мы участок такой интересный. Нормально так било.
волна идет. Ну ладно, пошлите дальше. Что стоять ждать? Да, хороший шторм. А в Ялте, интересно, наверное, тоже такие волны, особенно на набережной там. Ну вот, дорога дальше. Сквозь заборы идем мы в Ялту. Это район санатория, по-моему, называется Черноморец или Черноморская, наверное, Черноморец. Но он там вверху, а вот этот тоже якобы все к нему относится. Да, что-то у нас намок этот. Не, нормально. Вроде нормально. Пара-пара-пара-пап. Ты смотри, сегодня и шторм, и ветер, и холодина. Ну, ветер, да. Если б не ветер, не так было бы, может быть, холодно. Но это, кстати, возле моря. А, не, в Ливадийском дворце тоже с моря дул. Я же до Ливадийского дворца ветер. Так что везде он ветер. В Крыму, если ветер, то это все. Вот именно осенью, зимой, весной, то это холодина капец. Летом то вообще все равно ветер, не ветер. В том году, получается, летом жара такая была. Неделю было 39-40 в тени. Такого давно не было. Последние, там даже взять лет 10, ну 35, ну 36 доходило максимум. А вот тем летом под 40 было. Неделю жарище была просто жарище была. Так что мужичок пошел, прогулка. А чё, даже с этого со Ливадийского в ту сторону пошел, прошелся, прогулялся, в сторону Ялты пошел, прошел и потом назад вернулся. Спуск. Ну, сейчас еще, да, сейчас еще более-менее, а потом уже там будет пару подъемчиков. Пока. Вот это, кстати, они сделали, по-моему, позапрошлом году. Здесь чуть-чуть было по-другому. Вот так себе идешь, не спеша, потихонечку гуляешь.
Ну летом, конечно, здесь по жаре особо гулять. Тут же ну деревья, может быть, частично вот есть, которые вверху вот. Может чуть-чуть что-то они же это сейчас они голые, а летом зеленые. Может чуток, да, тенек есть. Фух. Да, волны там шикарные, шикарные. Вот такая у нас прогулка сегодня. И вообще думал, сегодня тут почистили все. Вот здесь. Чтоб ступеньки здесь сделали получше. То они такие, блин, страшноватые и не очень. Ступеньки надо здесь сделать другие. Ну, хотя им что им заморачиваться. Сделали деревянное такое обычное. И все. Вот здесь тоже переложили доски все. Много здесь уже было досок такие прогнившие. Не в том году, позатом вот году меняли здесь они все эти доски. Ну, они полностью все сняли и, короче, вот эти доски проложили. Тут даже была такое, прям большая такая яма. Идешь и такая посередине яма, надо было раз перешагивать там, перепрыгивать. А сейчас вот да, досочки все новенькие. Нигде ничего, ни трещин нету, ни ям. Ну вот, спустились, а вот еще что-то делают. Еще какие-то доски делают. Ну вот, 43 минуты у нас получается. Первый подъем. Технический заезд санатория Узбекистан. Санаториев этих, да, Узбекистан, Ливадийский, Черноморец, что-то там еще там. Тут, кстати, кафешка, но это, по-моему, от санатория кафешка. Вот здесь вот. И она, кстати, сейчас работает. Вот. А вот этот, по-моему, Узбекистан. Вот. Аренда, продажа апартаментов. Вон, бухта. Столики там. Пойдем посмотрим. Ну да, кафешечка. Прикольно. Ой, прикольный вид. Да. Но мы здесь обедать или уже ужинать не будем. Ну, еще, наверное,
Обед еще. Так, а вот тут можно, наверное, спуститься. Смотри, ветер. Надо одеть капюшон. Только чтобы он... Ага, он сдувается, блин. Капюшон. А сейчас тут раз и закрыто. В обход надо назад. А нет. Детская площадочка. Фух. Экскурсии. Продажа апартаментов. Продают люди апартаменты. Пляж Дельфин. Отель Спаливодийский. Магазин соседи. Батурин овощные лавки. Да. Пляж Дельфин. Здесь. А вон спа-отель Ливадийский. Вот этот корпус, по-моему, тоже к ним относится. Или только те корпуса. Но тут высоко. Но тут и пляж больше. Тут волна не доходит. Тут чисто так, да, она. Тут пляж такой, да, нормальный. Там меньше, где мы только что были. Там он гораздо меньше. Ну все, тут отсюда уже идти, в принципе, не знаю сколько, минут на 20. Не спеша. Он дельфин нарисован. Пусто, никого нету. Отдыхающих. Отдыхающие сейчас в такую погоду сидят все по номерам, чилят в спа, там в баньке, в бассейне, там сидят в кафешке там. Или наоборот, гуляют на набережной. Фу. Да, сколько идем? 48 минут мы идем уже. Прокат. Банан, ватрушка. Прокат туда. Тут что-то он. А вот тут бассейн. Сейчас вот зайдем, если здесь можно подняться вот сюда, вот здесь. Поставили новые эти, сварили конструкцию, поставили вот сюда сейчас, если подняться. Можно? Да, можно. Вот сюда. Вот здесь бассейн у них 50 метров. Вот здесь вот бассейн. Не видно бассейна. Вот он здесь весь такой в длину 50-метровый. Тут вход у них. Один раз я здесь ходил чисто в бассейне поплавать. Ну, здесь у них бассейн большой, 50 метров, да, но две всего лишь дорожки. Например, если в сезон много людей, то здесь, конечно, в таком бассейне не протолкнешься. Две дорожки это так, ни о чем. Так вот в не сезон, в
будние дни, да, нормально. А так вот в выходные дни местные даже сюда приходят, приезжают плавать. Вот. Ну и да, в сезон, конечно, две дорожки это маловато. Тут у них и спа-комплекс весь такой. Всякие там сауны, бани, массажи, все там. Ну хотя есть в гостиницах вообще бассейны. Даже не 25-метровые. Маленькие там по метров 15, там 10. И как бы нормально людям, что они приехали на отдых и постоянно будут отдыхать в бассейне. Нет. Будут гулять, на пляже чилить. А бассейн это так, да. Это если там дождь, там или плохая погода, или там штормит там, то да. А так в бассейне что делать нечего. А в бассейне надо вот набережную продлевают, делают туда. Ну да, с оттуда тянется и идет туда. Он ремонтные работы ремонтирует. Вот. А так да, в бассейне что? В бассейне надо плавать в не сезон. О, тут прям навес такой. Ничего себе, походу скоро набережную откроют еще одну. Да, вон уже перила там поставили. Работы идут полным ходом. Лавочки такие вот. Санаторий Россия. Да, походу скоро откроют. Будет тянуться набережная с оттуда и туда. Вот паспорт. Пляжные зоны ЛНХ. Когда тут заканчиваются они работы? Что-то они не вижу. Подрядчик, субподрядчик, строительные работы. А где заканчиваются когда? Ну прикольно так. Нормально, да. Ладно. Посмотрим, да, что тут они сделают. Ну так, да, молодцы. Тоже сколько оно здесь тянется, это все. Все они хотели, все они копали, рыли. Ну вот наконец-то, да, будет набережная продолжаться дальше. Кафешки будут, магазинчики, рестораны. Все будет.